Прямо в начале года внесли проект закона, который предусматривает ограничения в деятельности коллекторов. Это предполагает штрафы для участников этих агентств, для юридических лиц до 1 миллиона, ограничения по процентам кредиты, оформлению этих кредитов. Но потом мы пришли к выводу, что эти ограничения не приведут к желаемым результатам. Поэтому сейчас мы вносим уже проект закона о полном запрете деятельности коллекторских служб. Не об ограничении их деятельности, а о запрете. Потому что никакой закон им не позволял грубить, хамить, издеваться, угрожать. 9 лет мучили бабушку, требуя от нее долг, который имел ее умерший внук. Ну что это такое? Внук уже умер ее, а с нее требует долг. И свидетельство о смерти показывает им, что должник умер. И так по всей стране. Приходят на работу, дома, угрожают, в том числе и физической расправой. Поэтому мы считаем, что ограничения не помогут. Но надо все-таки еще и к микрофинансовым организациям тоже какие-то поставить рамки. Они указывают процент мелким шрифтом в самом конце договора. Этот чудовищный процент, допустим, 2% в день. Человек не понимает, что это значит, через 3 месяца он заплатит 100%, а через год у него вообще будет долг уже в несколько раз больше. Поэтому надо ограничить процент. 5%, не больше. Не хотите, не занимайтесь финансированием. Гражданами провести работу определенную, такую разъяснительную, что не надо влезать в долги ни перед кем. Лучше организовывайте кассу взаимопомощи по месту работы. Вот 10 человек по 1000 рублей сбросились, кому-то дали. И так каждый месяц они сбрасываются и в трудовом коллективе оказывают помощь. Чем обращаются в эти кассы, финансовые какие-то учреждения, и потом небольшой кредит, а мучаются несколько лет, вплоть до заболеваний, увечий, оскорблений и так далее. Наша позиция жесткая: запретить любые виды деятельности коллекторских агентов. Они не нужны. Банк, кредитное учреждение, должник, в суд обращайтесь. Суд выносит решение, направляйте исполнительный лист по месту работы. Все. Конечно, где-то, может быть, лица не все работают, и судебные процедуры могут быть долгие. Пусть думают финансовые учреждения. Рискуете, вот пускай риск на вас ложится, а не надо наносить ущерб здоровью граждан.